Дедик Холшимасмяр. Я Цичоева Дейси, студентка Ингушского государственного университета. Это видеовизитка участницы молодежного реалити-шоу студентки Ингушского государственного университета Дейси Цичоевой. На одной площадке проекта «Игры разума» собрались больше 120 представителей студенческих СМИ из всех регионов страны. Ребята боролись за звание лучшей журналистской команды. 3 дня каждый из них демонстрировал свои возможности в медиапространстве. В рамках реалити-шоу «Игры разума», которое прошло в Дагестане, участникам команд предстояло создать настоящий медиапродукт, который впоследствии нужно было продвигать в социальных сетях. Темы были предложены самые разные. В рамках проекта участники выполнили 3 задания. Контент ребята создавали по разным тематическим направлениям, затрагивающим вопросы сохранения и защиты исторической правды. Команда сразу в нескольких социальных сетях запускала с нуля аккаунты. Все публикации снимали сами. Актеров для роликов и оборудования предоставило Министерство образования и науки России. От команды требовались творческие идеи. Дейси Цичоева отвечала за корреспондентскую работу. У нас были задания, то есть, которые нам давали наши эксперты. И заданиями были, во-первых, это нужно было написать пост про премию за верность науке. И спецзадание также было взять интервью у ректора. То есть каждый представитель нашей команды должен был записать интервью своего ректора. То есть мы, например, здесь готовили пост. Этот пост по премии за верность науке. То есть должны были сказать какие-то главные события, которые происходили. И главное, нужно было сделать так, чтобы все, что мы используем, оно соответствовало нашему визуалу и не отличалось от того, что мы здесь используем. Публиковали ребята только свой собственный продукт. Копировать тексты или видеоролики было запрещено. Каждый раз команда снимала новые фотографии и видеоролики, а также писали цепляющие за душу тексты. Мы приходили, и вот эта локация, она была готова. Нам давали правила, вот вы в течение 10 минут должны снять видеорепортаж. Не разговаривайте, не переговаривайтесь, чисто все делайте сами. Мы распределяли роли, ты делаешь видео, ты фотки, ты текст, и все. Мы заходим, и в течение 10 минут мы просто смотрим все, что происходит, снимаем, делаем фотки, записываем тексты. Одна из запоминающихся локаций, которая была на этом иммерсивном шоу, это была локация, которая была, где прям демонстрировался очень четко, очень ярко. Это был военный госпиталь во время Сталинградской битвы. То есть, получается, там нам показывали, как это все происходило, и мы должны были снять, именно тематика была гонзо-журналистика. Это вы сами сняли? Да, то есть это был уже наш репортаж, мы снимали этот ролик и затем уже подготавливали текст для этого ролика. Участники собирали репортаж о своих земляках, которыми гордится вся страна. Брали друг у друга интервью и отвечали на вопрос, кто для них герой нашего времени. Дейси Цичоева с гордостью рассказала о славном ингуше. Для меня героем нашего времени является человек моей национальности. Это герой России Асканов Суламбек Сусаркулович, который ценой собственной жизни предотвратил падение самолета в Липецкой области, в поселок Липецкой области. Дейси – студентка 4-го курса медицинского факультета Ингушского государственного университета. Она является активистом и волонтером-медиком. В самое тяжелое время пандемии вместе с другими ребятами они оказывали помощь пожилым людям, разносили продукты питания и помогали врачам лечить больных. Самое страшное время для всех – это был COVID-19. Наши волонтеры работали в красной зоне и помогали врачам в этот период. Помимо этого у нас есть направление именно в нашем волонтерском движении – это популяризация кадрового донорства, где наши волонтеры в определенные дни, когда объявляется акция или когда срочно, экстренно нужна бывает определенная группа крови, они просто идут на станцию переливания крови и сдают свою кровь в зависимости от того, какая группа нужна. Ингушский государственный университет поддерживает талантливых студентов во всех творческих идеях и начинаниях. В каждом проекте, где принимают участие студенты вузов страны, ингушские ребята разрушают стереотипы. Женщины на Кавказе получают такое же образование, как и представительницы прекрасного пола других регионов России. А замуж выходит по желанию. Мы разрушаем все стереотипы. Подписывайтесь на нас на всех информационных площадках.
За проект команды Дейси Сычуевой продолжается голосование. Предстоит выбрать одну команду, которая примет участие в пресс-туре в Москве. Проголосовать можно на странице НОС в телеграм-канале. На страничке НОС проходит голосование, то есть здесь уже там разыгрывается приз зрительских симпатий. Опять-таки эти 10 команд, и выбирается одна команда, которая и получит этот приз. На самом деле для нас это очень важно, потому что победители, они поедут на пресс-тур в Москву. И я бы хотела попросить, если будет возможность, голосование идет в телеграм-канале НОС, чтобы все проголосовали за нас и за нашу команду, потому что для нас это очень важно, и каждый голос для нас имеет очень большое значение. Также команды «Игры разума» приняли участие в лекциях, мастер-классах от экспертов в медиаотрасли, круглых столах на тему защиты исторической правды и развития Каспийского региона. Рина Сычуева, Асхаб Белакиев, Новости 24.